День за днем наши корреспонденты следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин. И вот о чем поговорим сегодня. Реконструкция аэропорта, программа переселения, территория опережающего развития и другие вопросы. Руководитель региона с рабочим визитом посетил Нерюнгринский район. Чем может обернуться? В России активно обсуждают пенсионную реформу. Население новшество приняло с негативом, однако аналитики, в том числе зарубежные, считают, что реформа поможет решить проблемы с пенсиями. Как дальневосточные регионы справляются с проблемой давления на бизнес? В столице республики собрались уполномоченные по правам предпринимательства из регионов страны. Праздник начала лета в местности Усть-Хатын Якутска проходит традиционный Исех Туймады. Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе. В своем специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети ВКонтакте, глава государства подчеркнул, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. И от души поздравляю всех выпускников российских. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших. Ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди, смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные, способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях. Действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. Еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится. В начале уходящей недели руководитель региона Айсен Николаев посетил Нерюнгринский район. Рабочий визит продолжался 2 дня. За это время делегация посетила производственные объекты, провела несколько совещаний, встретилась с активом района. Подробнее о визите расскажут наши корреспонденты. Встреча с главой Нерюнгринского района Виктором Станиловским, руководством района и города началась с обсуждения вопроса по реконструкции аэропорта Нерюнгри. В связи с развитием Южной Якутии, созданием крупного транспортно-логистического центра, аэропорт нуждается в модернизации. С начала его эксплуатации прошло более 30 лет. За это время не проводился капитальный ремонт летного поля, перрона, стоянки самолетов, светосигнальной системы, что существенно сказывается на обеспечении безопасности полетов. Аэропорт Нерюнгри вошел в список 40 дальневосточных аэродромов, реконструкция которых предусмотрена из федерального бюджета на 2019-2021 годы. Для получения финансирования необходима разработка проектно-сметной документации и получение на нее положительного заключения государственной экспертизы до сентября 2018 года. Далее Айсен Николаев совместно с руководством района и поселений проверили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в поселках Чульман и Серебряный Бор. Василий Сергеевич, мы вот жильцы поселка Серебряный Бор хотим вам задать вопрос по качеству строительства жилья. Хотим вас пригласить и показать, как у нас бегут балконы в таком аварийном состоянии. Фасады сыпятся, прилежащие территории непонятно в каком состоянии. Сегодня всю ночь отсыпали, делали. В поселке Серебряный Бор программа переселения практически сорвана по вине подрядчика. 5 домов, строящихся компанией «Созвездие», не сданы в срок. Для решения проблемы Айсен Николаев предложил компании-застройщику передать недостроенные здания в муниципальную собственность. Интересует вот домов. Ввода домов нету, работы идут, но идут. О чем разговор? Я понимаю, если у тебя там на объекте сейчас работы шли бы, и мы понимали бы, что это там худо-бедно, там очень эти дома сдашь. Так? Сейчас все, без исключения службами, начиная от строительных наших, заканчивая правоохранителями, вот сегодня администрация поселка и района говорят, что дома эти не будут сданы. При том условии, что ты на них работаешь. Ну, точнее, не работаешь. Какая разница? Не эта компания, другая работа. Ну, другие будут. Но для этого ты должен отдать их в муниципальную собственность.
В ходе посещения объектов территории опережающего развития Южной Якутии, якорным резидентом которого является угледобывающая компания «Колмар», Айсен Николаев отметил, что есть заявки для включения в ТОР от потенциальных инвесторов в Алданском и Алекминском районах. Рабочая группа также посетила разрез Нерюнгринский акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, расположенное в юго-восточной части Якутии, Эльгинский угольный комплекс. Запасы этого месторождения составляют около 2,2 миллиардов тонн. Далее делегация побывала на нефтеперекачивающей станции НПС-19 «Транснефть-Восток». Самое главное – это сегодня промышленное развитие, так? Это сохранение и создание новых рабочих мест. Оно связано вот с ТСР Южная Якутия, о котором я сейчас сказал, с работой Колмара и других инвесторов, которые на эту территорию сегодня приходят, и с развитием крупнейшего такого, знаете, проекта мирового масштаба. Это развитие Эльгинского камнеугольного месторождения. И здесь я считаю, что Мечел тоже начинает активно развиваться. И, конечно, республика будет помогать для того, чтобы и ТСР Южная Якутия, и Эльгинский проект, они развивались более динамично. Вместе с тем, никогда не надо забывать о том, что развитие таких крупных проектов за собой тянет развитие и малого, и среднего бизнеса. Видно, что здесь, например, Нерюнгри уже он начинает становиться на ноги, оживает. И уверен, что при синергии этих эффектов крупных атак, она приведет к тому, что и малый, и средний бизнес здесь будет тоже задействован не только в развитии непосредственно самих этих проектов, но и в создании, еще раз говорю, того качества городской среды, которое сегодня требуется жителям наших городов и поселков. На совещании с главами поселений и руководителями предприятий по вопросу социально-экономического развития района глава Виктор Станиловский озвучил проблемные вопросы, в решении которых необходима поддержка правительства республики. В частности, особое внимание должно быть уделено ремонту, модернизации и строительству объектов здравоохранения. Только на капитальные ремонты поликлиник и стационаров необходимо 234 миллиона рублей. Также важным является вопрос возмещения в 2018 году Нерюнгринскому городскому водоканалу недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов в размере 22,7 миллионов рублей. Кроме того, необходима помощь со стороны правительства республики поселениям района для ремонта автомобильных дорог. По-прежнему острой для Нерюнгринского района остается проблема ветхого и аварийного жилья. Необходимо первоочередное участие поселений района в программе переселения в 2019-2022 годах. Кроме того, при реализации предыдущей программы переселения граждан муниципалитеты столкнулись с проблемой отсутствия средств на снос и рекультивацию расселенных домов. Общая сумма затрат, необходимых на рекультивацию в поселках Серебряный Бор и Чульман, порядка 37 миллионов рублей. В поселке Беркакит необходимо 5,5 миллионов рублей. Поэтому поселениям крайне необходима поддержка из республиканского бюджета. Нерюнгринский район является потенциально самым мощным по возможностям развития регионом нашей республики. С точки зрения уже наличия здесь и инфраструктуры, и природных ресурсов, и человеческого капитала. Вместе с тем, посещение мною и Чульмана, Серебряного Бора, посещение уже объектов в Нерюнгри, ТСР Южная Якутия показывает, что, конечно, проблемы есть. Причем проблемы во многом, они застарелые, это не новые проблемы, и решать их надо, конечно, быстро и оперативно. Завершая встречу, руководитель региона поставил перед участниками совещания задачи по развитию промышленности, жилищной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, чтобы жизнь людей в поселениях района соответствовала самому высокому уровню. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков. Специально для программы «День за днем». Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило пенсионную реформу, которую хотят провести в России. Аналитики компании считают, что она окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию в стране, снизив нагрузку на бюджет и увеличив число трудоспособных граждан. Некоторые зарубежные эксперты вообще считают, что реформа поможет в том числе увеличить размер пенсии. Жители же России, возможно, изменения восприняли в большинстве своем негативно. О том, как отреагировали на это жители Якутии, выяснял Дмитрий Тымыров. Законопроект, который предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством страны в Государственную Думу Российской Федерации 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В итоге для мужчин он увеличился до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщала, что закон могут принять уже осенью, и обещала, что парламентарии учтут все замечания критиков. Самым главным аргументом повышения пенсионного возраста в стране является увеличение продолжительности жизни россиян. В других странах возраст выхода на пенсию существенно отличается от нашего. Если в нашей стране сейчас выходят на пенсию мужчины в 55 лет, а женщины в 50, то в других странах этот показатель выше на 5, а то и 10 лет. Средний показатель продолжительности жизни в странах СНГ меньше, чем у других. Но этот показатель в нашей стране и по всему миру, по прогнозам аналитиков, с каждым годом растет. И это заставляет властей стран мира пересматривать сроки выхода на пенсию. Так, в отдельных государствах уже идут пенсионные реформы, вызванные с увеличением продолжительности жизни и численности населения пенсионного возраста. Япония еще в 2013 году завершила реформу пенсионного возраста. Италия планирует завершить уже в этом году. Франция в 2023 году. Великобритания в 2028, Германия в 2029, а наша страна, Россия, в 2034 году. По статистике, продолжительность жизни в нашей стране для мужчин составляет 66,5 лет. Это выше на 1,5 года возраста выхода на пенсию. Если же повысят пенсионный возраст, среднестатический российский мужчина сможет прожить на пенсию около 11 месяцев, а в ряде регионов и вовсе до нее не дожить. Да, у нас продолжительность жизни повышается. Сейчас она по Российской Федерации составляет 71,9 лет. Значит, это вот по данным 2016 года. Но на самом деле этот рост, он не такой большой. С 90-го года она увеличилась всего только на 3 года. На 3 года вот за период практически четверть века. Да? Тем временем население страны, в том числе и якутяне, против повышения возраста выхода на пенсию. Многие же не доживают до этого возраста. А столько лет работали. Я в этом не разбираюсь, муж мой против. Я против этого, потому что у нас маленькая продолжительность жизни, и мы просто не успеваем дожить до пенсии. Ну, я против. Конечно, это для меня это как бы для якутских людей это слишком уже, да. А я к этому отношусь отрицательно, потому что я хочу увидеть своих внуков, я хочу прожить эту недолгую жизнь, а не работать до глубокой старости. Конечно, это тяжело работать до 70 лет, а мы еще не знаем, когда мы выйдем на пенсию. Может, возможно, еще повысят. Конечно же, отрицательно. Общероссийское профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» на сайте Change.org разместило петицию против повышения пенсионного возраста, которая на сегодня собрала более 2 миллионов подписей. Петиция адресована президенту страны Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации. А Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах страны митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста. Мы пообщались с лидером профсоюза Якутии, с Николаем Дегтяревым, который также поддерживает позицию населения страны. Законопроект вообще нарушает конституционный закон в части ухудшения положения граждан. Мы так считаем, потому что даже при предлагаемом повышении ежемесячно на 1 тысячу, в год 12 тысяч, никак не компенсирует получение в течение года. На сегодня законопроект о повышении пенсионного возраста рассматривают региональные парламенты. В течение месяца профильный комитет будет собирать мнения регионов, анализировать предложения и замечания. Необходимо обратить внимание, что помимо финансового обеспечения пенсионеров сегодня, нужно думать о финансовом обеспечении тех, кто позже выйдет на пенсию, потому что демографически ясно, понятно, что количество населения меньшее у нас, да, а им все равно нужно будет обеспечивать пенсию тех, кто на нее выйдет. К рассмотрению данного законопроекта нужно подойти очень серьезно. Многие считают, что этот вопрос нужно решать в комплексе с другими, касающимися пенсионной системы. 22 июня профсоюзы Якутии начали сбор подписей в поддержку позиции Федерации независимых профсоюзов России и Федерации профсоюза Республики против предложения правительства страны о повышении пенсионного возраста. Сбор подписей продлится до 3 июля 2018 года. Далее подписанные документы будут направлены в адрес руководства Якутии. Таким образом, Федерация профсоюзов Республики будет настаивать на учете мнения жителей республики в подготовке ими отзыва в адрес Государственной Думы Российской Федерации.
Дмитрий Тымыров, Оксана Устинова, Лана Ильина, Павел Пахомов, Илья Сыромятников, Джулус Иннокентьев, Якутия. День за днем. Еще одним поводом для обсуждения стало повышение цен на бензин. В Якутии стоимость самых ходовых марок превысила 50 рублей. В остальных регионах показатель на месте также не остался. Но, говоря про наш регион, оказывается, отпуская топливо даже по такой цене, компании работают в себе в убыток. С января 2018 года по июнь 2018 года произошло изменение стоимости отпускной нефтепродуктов на территории Российской Федерации у всех поставщиков. Изначально с 44 тысяч практически до 53 тысяч рублей за тонну. Было принято решение о сдерживании темпов роста за счет снижения акцизов. Но если мы констатируем изменения на 8-10 тысяч рублей за тонну, а влияние акцизов это от 1, 2 до 3 тысяч рублей на тонну, то рост все равно существенный. Правительство Российской Федерации на уровне субъектов, где присутствуют вертикально интегрированные компании, такие как Роснефть, Газпром, приняло решение и договорилось о сдерживании темпов роста на автозаправочных станциях. Республика в данном случае уникальный субъект. Мы, как и ряд других регионов, например, там Чукотка, Магадан, не имеем на своей территории вертикально интегрированных компаний. Поэтому совместно с руководством республики изыскиваем меры по сдерживанию стоимости нефтепродуктов на наших АЗС. Фактически сейчас реализация идет в убыток компании. Если посмотреть на оптовые цены, то мы должны выставить на автозаправочных станциях республики стоимость не 51 рубль 80 копеек, а 61 рубль. Но представляете, какой это будет социальный взрыв и социальная напряженность. Здесь, так же как и Егор Афанасьевич Борисов, Айсен Сергеевич Николаев дал соответствующее поручение, и мы разрабатываем пакет мер, которые позволят компании при таком, скажем так, невыгодном экономическом положении выйти из создавшейся ситуации. Прямо сейчас реклама, смотрите далее. Как дальневосточные регионы справляются с проблемой давления на бизнес? В столице республики собрались уполномоченные по правам предпринимательства регионов страны. Праздник начала лета в местности Усть-Хатын-Якутска проходит традиционный эсэх Туймады. И вновь в эфире Якутия день за днем, и мы продолжаем. В Якутск прибыла делегация из Японии. Гости примут участие в заседании консультативного совета по содействию российско-японскому сотрудничеству. Делегацию возглавил министр экономики, торговли и промышленности Японии. Примечательно, что впервые заседание совета пройдет на территории Российской Федерации. Первые два были организованы в Японии. Решение провести очередное мероприятие в Якутии обусловлено интересом японской стороны к Дальнему Востоку. И сегодня в рамках совместного заседания Палаты советников парламента Японии и консультативного совета подписали меморандум о совместной работе. Подписали документ председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и министр экономики, торговли и промышленности Японии, министр по экономическому сотрудничеству с Россией господин Сэко Хиросиге. Константин Косачев отметил, что отношения между странами получили уже новое практическое наполнение. И среди этих проектов очень важное значение обретают прямые связи между регионами, между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии. Здесь востребован тот формат, которым мы занимаемся мы, парламентарии. И здесь, на мой взгляд, очень хорошо будет работать идея регулярных встреч уже не в столицах, а в регионах. Вот сегодня мы в Якутии, Саха. То, что сегодня с японскими парламентариями здесь, в Якутске, работает несколько десятков молодых, перспективных, амбициозных японских предпринимателей, конечно же, вселяет у нас надежду на то, что уедут наши японские друзья отсюда из Якутска с новыми идеями, с новыми эмоциями и, конечно же, с новыми предложениями по развитию двухстороннего сотрудничества. В
свою очередь, господин Сэко Хирогасиге подчеркнул, что из 8 пунктов расширения связи между Японией и Россией особо выделяется совместная работа на Дальнем Востоке. Сегодня в России реализуют порядка 150 инвестиционных проектов с участием японского бизнеса, половина из которых уже в работе. Среди них и проекты в Якутии. Завтра в моем графике это посещение ряда объектов. Например, парник, где выращиваются овощи, причем это за счет японо-российского сотрудничества, а также объект по переработке мусора, то есть сжигание мусора, причем малого масштаба, и который не дает дым. И хотел бы своими глазами увидеть, как интенсивно развиваются и проводятся конкретные объекты, а также проекты по сотрудничеству двух наших стран по 8 направлениям. В Якутске собрались и российские омбудсмены. В столице проходит межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Они обсуждают, как дальневосточные регионы справляются с проблемой давления на бизнес. Какие инструменты дополнительного стимулирования для дальневосточных предпринимателей будут реализованы в ближайшее время. Изучают и лучшие практики защиты прав предпринимателей в различных регионах. Обозначают проблемы и предлагают механизмы защиты и восстановления нарушенных прав. Светлана Федорова расскажет подробнее. Молодые люди производят фасады. Прошлогодние выпускники вузов стали резидентами технопарка в октябре прошлого года. И уже тонут в потоке заказов. Берут качеством и скоростью. В прошлом году закончила университет. И вот через собеседование прошла, стала дизайнером. В принципе, при изучении было сложно сперва. Какая пленка пойдет на этот, может ли брать пленка, фрезеровки там. Стабильно идет все. Компания изготавливает из плиты фасады и декоративные элементы для корпусной мебели. А делают на заказ всего 300 расцветок. 1 квадратный метр начинается от 3000 рублей. Уполномоченные посетили технопарк Якутия. Оценили поддержку, которую технопарк оказывает своим резидентам в части сбыта продукции. Предприниматели растут в технопарке, арендуя помещения на льготных условиях. Затем переходят в ТАСЭР, сохраняя за собой налоговые льготы. Очень хорошее впечатление на меня произвела компания «Бунтар», которая работает уже не только в России, а и с Соединенными Штатами Америки, которых поддержала компания Microsoft. И вот те резиденты, о которых нам сейчас рассказали, которые производят инновационную продукцию для российского рынка, не только для Якутии. Есть проблема нагрузки по оплате северной гарантии наемным работникам. Продукт бизнеса становится неконкурентоспособным из-за платежей, которые государство возложило на предпринимателей. И вот как раз у вас здесь нашли выход из положения. Вот как раз сегодня нам презентовали резидента ТАСЭР, который производит нефтехимию, бытовую нефтехимию. И что этот резидент уже производит продукцию, и он зашел на рынок, практически на рынок муниципальных заказов, государственных заказов. Он обеспечивает бюджетные организации. Это как раз очень здорово. И он смог смог выиграть эти аукционы только лишь потому, что он работает здесь, является резидентом. Далее гости побывали на экскурсии по бизнес-инкубатору. Узнали у резидентов, что именно им дает инкубатор. У нас, несмотря на кризис, Якутия динамично развивающийся регион. Частный сектор, дома для переселения. Платежеспособность населения нормальная. Да. Уполномоченные встретились и с предпринимателями. Бизнесмены заявили, что все составляющие себестоимости товара выше, чем в других регионах. Предложили придумать механизм для выравнивания условий. Уполномоченные предложили Якутии рассмотреть возможность введения программы о самозанятых индивидуальных предпринимателях. Он создает самые оптимальные условия с точки зрения административных процедур, самые простые, покупка патента без даже необходимости регистрации, хоть на месяц, хоть на 3 года, то есть самые такие выгодные административные условия регулирования. А с другой стороны, выгодно, потому что это очень небольшой платеж,
по 46 видам деятельности. Я понял, что мы на уровне города Якутска, по крайней мере, все делали правильно. Так? Сейчас это главное, вот эти положительные вещи, которые у нас были, начиная от Координационного совета по предпринимательству, где у нас было минимум чиновников, а был максимум предпринимателей, которые принимали ключевые решения, заканчивая вопросами вот льготного кредитования через создание своих собственных муниципальных фондов, которые кредитуют сегодня у нас как раз малый бизнес уже, да, по социально значимым направлениям. Мы должны уже тиражировать, масштабировать на всю республику. А как бизнесу выйти из тени? Отметили, что следует принять меры государственного воздействия для предпринимателей, которые не желают работать открыто и сознательно нарушают закон. Руководитель региона отметил, что борьбу с нелегальным бизнесом нужно вывести на новый уровень, применив при этом опыт Якутска. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Илья Сыреметников, Якутия. День за днем. Малые воздушные судна частных компаний смогут действовать как такси. Сейчас в Якутии в малой авиации задействовано 42 воздушных судна, но по закону они не имеют права осуществлять коммерческую деятельность. В основном их задействуют в системе лесоохраны, санитарной медицины, полиции. Но население остро нуждается в услугах малой авиации. Речь идет о жителях труднодоступных населенных пунктах и селах, куда внутрирегиональные перевозки не осуществляются. Но в скором времени ситуация может измениться. Лана Ильина расскажет подробнее. Елизавета Мигалкина живет в Верхоянском районе. По роду своей деятельности ей часто нужно выезжать в Якутск, и проблему с транспортом она знает не понаслышке. Эти села в райцентр – это вообще такое мероприятие не из простых, скажем так, прямо. Бывает, что даже и неделю можно просидеть в ожидании рейса, не говоря о ситуациях, когда нужен и санитарный рейс. С Батагая до Якутска цены вообще меняются даже, скажем так. В июне, в пору отпусков, цены могут вырасти до 20, до 19 точно тысяч. На севере в населенных пунктах в среднем проживает примерно по 500 человек. 1000 считается уже крупным населенным пунктом. Следовательно, летать туда полупустым самолетом невыгодно. О развитии малой авиации в Якутии говорится давно, но пока безрезультатно. С 2011 года правительством Российской Федерации предусмотрено субсидирование для малой авиации. Для получения этого субсидирования, допустим, нужна госгарантия, либо банковская гарантия. Но банковская гарантия, это, как всегда, она очень дорогая сейчас, тем более уже до 5% от суммы доходит. И поэтому мы, для того, чтобы наши авиакомпании в малой авиации имели возможность получить вот эту госсубсидию из Росавиации, мы именно внедрили, то есть приняли предоставление госгарантии бюджет 2018 года в сумме 139 миллионов рублей. Сейчас в Якутии в малой авиации задействовано 42 воздушных судна. По закону они не имеют права осуществлять коммерческую деятельность и работают в основном в системе лесоохраны, санитарной медицины, полиции. Между тем, население остро нуждается в услугах малой авиации. На стадии подписания находится изменение в законопроект, где говорится о предоставлении возможности частным авиакомпаниям малой авиации совершать нерегулярные чартерные рейсы. Когда закон будет подписан, малые воздушные судна частных компаний смогут действовать как такси. В ООО «Восход» 5 самолетов Ан-2, и сейчас большая часть из них простаивает. Этот закон, по большому счету, наверное, ждут все. Такие компании, как мы, который бы позволял выполнять нерегулярные чартерные рейсы, коммерческие, имеется в виду. Вот это было бы большое подспорье для авиакомпании выполнять такие полеты и какие-то затраты частично окупать. Вот. Ну, приносить пользу определенной республике, потому что на сегодняшний день те золотые клетки, которые люди находятся, свобода есть, а передвигаться никак нельзя. Поэтому мы бы заполнили бы эту нишу. Получается, есть и спрос, и предложение, однако дело никак с места не двигается. Небольшие частные компании поставлены в жесткие условия выживания. Во-первых, это непомерные аэропортовые, аэронавигационные и метеосборы. Авиаторам приходится платить буквально за все. Они несут расходы не только за горючее и зарплату работника, но еще за использование воздушного пространства, за остановку в аэропорту, за обслуживание метеостанциями. Плюс ко всему, разрешение на вылет дается через Хабаровск и должно быть подано только на английском языке. Иначе, как искусственными препонами, это не назовешь.
Плохо отработанная система подготовки пилотов. В местном авиационном училище курсантов учат летать на самолете компании «Даймонд», который не смог летать в наших условиях, и на тренажере «Сесна». В авиапарке Якутии их единицы, и летчиков приходится по устройству на работу переучивать на Ан-2. Какие самолеты наиболее подходят нашим условиям? Здесь специалисты сравнивают наши условия с Аляской и Канадой, где малая авиация развита очень хорошо. В настоящий момент это наиболее приемлем. Я не говорю, что она идеально подходит для наших условий. Все-таки у нас экстремальные температуры ниже 40 градусов. Эти самолеты в настоящий момент для России сертифицированы до 40 градусов. Хотя на Аляске и бывает и 45, но они не продолжительные. Они 5-6 дней в году бывают. У нас-то месяцами может это быть. Вот. И поэтому мы выбрали эту линейку самолетов Cessna, потому что, если простой пример рассказать, если во всем мире выпущено 360 тысяч самолетов малой авиации, то из них 140 тысяч выпущено Cessna. 40% всех самолетов мира выпущено Cessna. Это о чем-то говорит. «Cessna» в рублях стоит 56 миллионов. И тут стоит вспомнить отечественного производителя. Поколение советских людей выросли на «Антошке», который сейчас выпускается Московским авиационным заводом. Стоимость самолета Ан-2 – 4–4,5 миллиона рублей. Один летный час Ан-2 стоит 70 тысяч с учетом всех затрат. Вместимость 12 пассажиров и грузоподъемность 1,5 тонны. Для перевозок пассажиров в улусах Якутии это один из самых оптимальных вариантов. Необходимость решать проблему малой авиации в Якутии назрела давно. И сейчас в ожидании изменения закон и выделения субсидий вся республика. Лана Ильина, Илья Жараев, Семен Семенов, Якутск. В России проводят апробацию демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программе среднего профессионального образования. От классической экзаменации отличается она тем, что выпускники демонстрируют свои знания и навыки за работой. К тому же работодатели могут посмотреть, что умеет их потенциальный работник. Как проходит итоговая аттестация в якутских среднеспециальных учебных заведениях, выяснял Александр Зубехин. В Якутском технологическом техникуме «Сервис» создают экзамен по компетенции поварское дело, а в коммунально-строительном техникуме экзамен по компетенции сантехника и отопления. Специальность у студентов разная, но уровень знаний определяется в соответствии с едиными международными требованиями. Имеются у нас рабочие места, которые ограждены линией красной, это рабочая зона, куда она говорит о том, что не могут ни участник туда перейти, ни кто-нибудь из посторонних. Здесь установлено видеонаблюдение, которое идет через онлайн, чтобы видели все, как проходит демэкзамен, чтобы не было никаких нарушений. У каждого студента есть рабочее место. Через камеры видеонаблюдения можно тщательно следить, как выполняет задание выпускник. Но цель не только в том, чтобы экзамен был максимально прозрачным. Благодаря тому, что мы показываем наших ребят, какие они у нас все красивые, что они умеют всем пользоваться, что они достаточно все творческие личности, мы привлечем в эту профессию действительно заинтересованных абитуриентов. На экзамене происходит моделирование реальных производственных условий. Каждый студент выполняет единое задание, разбитое на модули. Задача будущих поваров – приготовить 6 разных блюд. Студентам из компетенции сантехника и отопления нужно разработать эскиз полотенцесушителя, сделать водоотвод, произвести монтаж системы отопления и установку сантехприборов. Главная сложность – ограниченное время. Если наш участник, к сожалению, во время не уложится, то блюдо его к оценке не будет представлено. Соответственно, он получит минимальное количество баллов. Вообще, по компетенции задание состоит из 3 уровней сложности. Студенты данного техникума выбрали средний уровень сложности, то есть максимальное количество баллов, которые они могут получить, это 75 баллов. Выполнение задания проходит независимую экспертную оценку. На экзамене присутствует несколько экспертов. Это представители предприятий, педагоги иных учебных заведений, в том числе из других регионов страны. Педагоги учебного заведения, где сдается итоговая аттестация, на экзамене не присутствуют и в экспертной оценке не участвуют. Я участвую в демэкзамене для того, чтобы в дальнейшем стать специалистом. Сложность экзамена в том, что у нас много экспертов, много видеокамер. Однако присутствие экспертов, представляющих предприятия, несет не только стресс, но и перспективы. Студент может получить предложение о трудоустройстве еще на этапе выпуска. Я работаю уже свыше 6 лет. Шеф-поваром больше 3 лет. Если человек, участник, очень себя хорошо проявил, мы можем предложить ему, конечно же, свою работу.
под какой-то, какой он подходит больше всего. Кондитер, горячий, холодный. В чем он лучше справляется? Студент помимо диплома о среднем профессиональном образовании получает паспорт компетенций. Он вносится в базу данных молодых профессионалов. Ребята уже получат специальность, получат диплом, и уже в дальнейшем на любую работу, которую их примут, они будут, можно сказать, квалифицированными специалистами. Потому что работать по меди, по металлопласту сейчас это мало кто работает, но это в дальнейшем, конечно, в будущем будет все развиваться. Паспорт компетенций действует в 15 странах, которые подписали соглашение с союзом WorldSkills. К 2020 году, как минимум в половине колледжей России, подготовка по 50 наиболее востребованным перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. Сейчас мы вновь прервемся на 2-минутную рекламу, после которой вернемся и продолжим. Вот о чем поговорим далее. Праздник начала лета. В местности Усть-Хатын Якутска проходит традиционный Исех Туймады. Это Якутия день за днем, и мы продолжаем. Исех Туймады посетили десятки тысяч человек в первый день. В этом году национальный праздник посвящен 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, основателя якутской советской литературы Платона Айонского. В течение 2 дней для гостей праздника проведут более 100 культурно-обрядовых мероприятий, спортивных состязаний, игр и конкурсов. Национальный праздник Исех Туймады по массовости не имеет аналогов по всей России. В апреле 2018 года он вошел во всемирный список самых привлекательных туристических объектов. Ну и по традиции, в первой половине первого дня празднования гости Исеха прошли обряд очищения и благословения Алгыз. Считается, что, пройдя все обряды, человек может встречать Новый год с чистыми мыслями и открытой энергией. А самым зрелищным завершением первого дня, конечно же, стал отборочный тур игр Дегына. Финальная часть проходит во второй день. Спортсмены состязаются в 7 видах спорта. Победитель получит главный приз – автомобиль, а также 10 килограммов чая. Во время Исеха руководитель региона дал пресс-конференцию, ответил на вопросы журналистов республиканских и федеральных СМИ. 6 лет Айсен Николаев встречал гостей как хозяин Исеха Туймады, а сегодня впервые выступил в качестве гостя. Журналисты спросили об ощущениях. Ощущения очень трогательные. Я очень волновался, когда выступал. Я говорю, ни одна речь, наверное, за последние годы не выдавалась так мне тяжело, наверное, как сегодняшняя, потому что я на самом деле волновался. Я чувствую огромную благодарность всем тем людям, которые сегодня пришли на Исех, которые всегда сюда ходили, которые поддерживали меня в моей работе, жителям Якутска, за то, что мы вместе с ними вот наш город за 6 лет на самом деле очень серьезно изменили. Я помню свой первый Исех 2012 года, когда в городе было все не так просто. Я тогда обратился, что давайте все-таки мы все вместе, жители города, сплотимся, полюбим свой город и сделаем город, которым можно гордиться. И вот я сегодня реально, когда выступал, я чувствовал, что прошло с 2012 года 6 лет, я стою на абсолютно преображенном уже Усть-Хатыне, потому что 6 лет назад он выглядел тоже, вы помните, как старые трибуны, старые помосты, все было достаточно таким маленьким, миниатюрным даже местами, так. А сегодня у нас вот даже на Усть-Хатыне все изменилось. Мы на самом деле сделали за эти годы здесь праздник мирового уровня. Вот это на самом деле волнительно, и я бы сам никогда это не сделал без жителей своего города. Я чувствую благодарность, недаром я в своем выступлении их поблагодарил, но уверен, что дальше мы такой же большой командой уже не только жители Якутска, но и жители республики будем двигать вперед уже в целом Якутию. Чтобы через некоторое время я уже тоже мог сказать, да, мы это сделали, мы гордимся своей республикой, гордимся своей Якутией. А уже на следующей неделе в Алдане пройдет республиканский Исех Аланхо. Подготовка к нему вышла на завершающую стадию. Прием будет хлебосольным и теплым. Множество сюрпризов гостям приготовили творческие коллективы, заявляют организаторы. Главное событие года обещает стать незабываемым. С подробностями Татьяна Вахнина.
Ярким великолепием праздника ИСА Халанхо ознаменуются дни, когда июнь сменится июлем. Приготовления подошли к финалу. Хозяева в волнительном ожидании. В ближайшие дни начнется заезд гостей. Успеем, однозначно успеем и проведем мероприятие на высоком организационном уровне. Празднование встречи лета состоится на Радиогоре, на местности Сывыки. Строительство культурно-этнографического комплекса завершилось, урасы готовы, а над созданием мирового дрела Ал-Лукмас трудились лучшие якутские мастера. Чуть поодаль раскинулась площадка с гигантскими в человеческий рост камнями. Здесь будет проведен обряд встречи солнца. Это задумка тех людей, которые занимаются строительством нашего культурно-этнографического комплекса Сывыки. Это будет одно из центральных сооружений нашего культурно-этнографического комплекса. Это центр, место встречи солнца. До местности Сывыки доносится переливчатое эхо мелодий. На стадионе Центра подготовки лыжников проходят репетиции. В массовых постановках церемонии открытия и закрытия праздника задействованы порядка 500 ребят из всех школ района. С подростками работают профессиональные хореографы из Якутска. Дети есть дети, быстро устают, но все равно здесь в основном русские дети, да? Поэтому для них это что-то новое. И якутские танцы, и северные танцы, они, мне кажется, раньше не танцевали вообще. Поэтому для них это новое. Я надеюсь, что им очень интересно. Ребята молодцы, стараются. Прогоны на стадионе проходят с утра до вечера. С каждой репетицией движения юных артистов становятся все более совершенными. Танец с чоронами ЛГ школьники представят в финале торжественной церемонии открытия праздника. Хотим показать якутский фольклор, якутские движения, якутский танец. Например, вот на танец с чоронами у всех детей будут чороны. Мы же рассказали, как будут держать, что за сосуд. Оборудование подъездных путей и автостоянок, проведение линий связи и Wi-Fi, обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, встреча и расселение гостей – вопросов, кое предстоит учесть и отработать, немало. Организацией питания займется главная столовая района – благотворительный центр Кимё. Мы не будем уклоняться от традиций праздника и начнем готовить якутские блюда. По якутским блюдам у нас рекомендуется для приготовления на ИСАХ похлебка. Мы будем готовить саламат, потом будем готовить оладьи, якутские национальные вафли. Якутское пиршество кормильцы гармонично дополнят иными вкусовыми нотками – яствами традиционной русской кухни. Голодным на празднике точно никто не останется. Мы практически уже готовы, все места подготовлены для размещения и питания гостей, которых уже на сегодняшний момент ожидается более 1600 именно официальных делегаций, не считая тех гостей, которые приедут самостоятельно. По предварительным подсчетам, на празднике ИСА Халанхо будет находиться порядка 2 десятков тысяч человек. И хозяева стремятся предусмотреть все, чтобы каждый гость мог чувствовать себя здесь комфортно и свободно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. И в завершении выпуска в этнокомплексе «Усадьба Атласовых» в Якутске собрались более 300 активных женщин Якутска. На своей площадке их собрал фестиваль «Женщин долины Туймада-2018». Его посвятили году новаторства в Якутске и году добровольца в России. С участницами фестиваля удалось пообщаться нашему корреспонденту Кристине Якуповой. Татьяна – многодетная мама. В составе женсовета Центрального округа Якутска состоит 4 года. Активистка с самого детства и во взрослой жизни нашла себя в работе председателя женского совета. Подать руку помощи семьям в трудную минуту – вот основная задача ее работы. Мы помогаем многодетным семьям, помогаем ветеранам, инвалидам. У нас общественная организация, то есть мы никак не финансируемся, поэтому мы помогаем только именно своей какой-то помощью, и, может быть, даже консультативной. Помощь наша в основном в организации каких-то таких конкурсов и выявления талантливых детей. Акции, проекты, торжественные встречи. Более 2000 мероприятий в год организовывают активные участницы женсоветов якутских округов. Мы всегда очень активно живем в общественной жизни города. И сегодня мы хотели устроить им такой праздник души, чтобы они могли показать свой творческий потенциал, все свои возможности, как, наверное, и есть истинная женщина, которая может объединять и творчество, и семью, и работу.
Фестиваль является традиционным праздником женсовета. Он ориентирован в первую очередь на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Женщины, объединившись, обмениваются опытом, способствуют развитию гражданской активности общества. Общий знаменатель в этом есть – это общение друг с другом. Опыт, который передает каждый женсовет друг другу, это объединение, это консолидация женская. И очень большие результаты этот фестиваль на сегодняшний день нам дает. Дух соперничества среди женщин присутствовал весь день. Фестиваль включал в себя конкурсную программу, веселые старты, конкурсы кулинарных блюд и не только. Шесть конкурсных этапов. Один из них – музыкально-творческий конкурс «Битва хоров. Города и люди», где команды представляют по одному песенному номеру. Оцениваются вокальные данные, артистизм и зрелищность музыкального номера. Оценить таланты участниц фестиваля смог гость из Москвы Владимир Вайнер. Он является одним из федеральных экспертов в области некоммерческих объединений. Это здорово, и то, что я уже увидел, это все реже встречается в городах России. Когда есть вот такое вот объединение людей, когда есть вот советы, которые общественные, женские советы, которые объединяют людей и создают вот такой вот и соревновательный дух, и в то же время дух дружбы, любви и такого взаимодобрососедства, наверное, городского. Вот это очень здорово. Присутствовали 8 городских и 7 пригородных женсоветов округа Якутска. Активистки города блистали талантами и смогли проявить свой творческий потенциал. Очень много активных женщин на самом деле. Очень много женщин с активной жизненной позицией, с колоссальным количеством энергии, любви. И, конечно, они сидят дома, кто-то работает, негде себя проявить. И, само собой, в наших мероприятиях с удовольствием участвуют. По итогам всего конкурсного дня были выявлены самые активные участницы женсовет строительного округа. Победителям достался сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Также все участники мероприятия получили номинации и памятные призы. Кристина Якупова, Якутия. День за днем. Вот такими событиями нам запомнится уходящая неделя. Оставайтесь с нами, будьте в курсе самых заметных событий. Я, Павел Танин, с вами прощаюсь. Доброго вам вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале.